Прежде чем начну разговор, начну рассказ в том событии, с которым хочу вас познакомить, давайте вспомним о том, кто такой Джордж Оруэлл, короткий справочный сюжет, а потом вот к самой истории. «Ферма животных» или в другом переводе «Скотный двор». Антиутопия британца Джорджа Оруэлла, написанная им в годы Второй мировой войны. Действие повести происходит в некой сельской местности, где уставшие от всевластия хозяина фермы звери изгоняют его и начинают строить свое общество справедливости. В книге «Общественный строй», который создают животные, называется скотизм. Под прикрытием демократических лозунгов, дорвавшиеся до вершин иерархии скотизма свиньи строят тоталитарное общество. И вскоре вся власть над фермой сосредотачивается в лапах поросенка по имени Наполеон, который тут же устраивает чистки при помощи выращенных им собак. Оруэлл не скрывал, что повесть о животных – парафраз революционной истории России, в которой свиньи – это большевики, Наполеон, Иосиф Сталин, собаки – чекисты, а остальные звери – обманутый красивыми обещаниями народ. Писатель хоть и был левых взглядов, сталинизм не принимал. Советское руководство жестко критиковал, в том числе и в своих трудах. Идея фермы животных пришла к писателю в ходе наблюдений за жителями Британии в военные годы. Тогда Советский Союз выступал на одной стороне с западными демократиями, и многие европейцы симпатизировали Сталину. Таким образом, книга Оруэлла в какой-то степени предупреждение жителям демократических государств о том, что диктатура не появляется ниоткуда, а приходит вместе с человеком, который многим кажется незаменимым. Однако сам Оруэлл говорил родным, что хотел бы, чтобы его книга была прочитана и людьми в СССР. С оглядкой на это он писал повесть простым, легко поддающимся переводу языком. Опять более чем актуально это произведение, про 1984 поговорили, «Ферма животных», тоже более чем актуально сейчас. Опять в самых разных странах свиньи власти не такие симпатичные, как поросенок Наполеон, выведены вот в мультфильме, снятом по этой повести. Эти свиньи окружены собаками, которым никогда ни при каких условиях не урезают пайку, даже тогда, когда урезают пайку всем остальным. Мы это видим не только на примере, например, Мьянмы, то же самое происходит в России, где повышается пенсионный возраст всем, кроме вот этого самого служилого сословия, которое окружает и щетинилось вокруг вот этих вот, некогда они были большевиками, теперь они все перекрасились, теперь они все там псевдодемократы, сидят в Кремле и вокруг. Но вот остались такими же поросятами Наполеонами, только менее симпатичными, окруженными вот всей вот этой вот белибердой. И самое интересное, вот это чувствуется не только нами здесь. Вот актуальность такого рода произведений чувствуется еще и кинематографистами. Вот прямо сейчас, когда я сижу в этой студии, на другом конце света, в Соединенных Штатах, идет работа по созданию новой экранизации книги «Ферма животных». Занимается этим крупнейший, наверное, по нынешним временам кинопрокатчик, который кино прокатывает уже не где-то в кинотеатрах, а в интернете. Называется этот кинопрокатчик Netflix. Огромное количество денег он вбухивает в такого рода проекты. А вот режиссер этого фильма, он же работает, кстати, над сценарием, зовут его Энди Серкис. Он, вот только что вы видели фотографию, где он рядом с шимпанзе, это не совсем рядом с шимпанзе, он тот человек, который изображал шимпанзе в фильме про планету обезьян. Кстати, этот же Серкис изображал еще и Горлума в трилогии «Властелин колец». И вот сейчас примерно на той же технологии, на которой строилось кино про планету обезьян, снимается фильм «Ферма животных». Что это за технология? Это вот так называемый motion capture. Это движение человека, захватываются специальными камерами, обрабатываются на компьютере, его движение, его мимика передается рисованным персонажам. То есть живой человек играет свинью, собаку, лошадей и так далее. И эта мимика копируется, передается вот нарисованному персонажу. В ближайшее время мы увидим, как это все получилось. Но я хочу сказать, действительно, не очень приятно осознавать, что классика не умирает, приятно осознавать, что
классику помнят, экранизируют, причем делают это с использованием самых современных, самых продвинутых, самых интересных технологий, но грустно из-за того, что это классика, которая была написана после Второй мировой войны, опубликована, вернее, после Второй мировой войны. Классика, имевшая отношение к палачам, к Гитлеру, к Сталину, кому угодно, не теряет свою актуальность. Очень хочется, чтобы там, если не мы, то наши дети смотрели на все это не на как отображение вот нынешней кровавой реальности, она как что-то такое из далекого прошлого, что теперь кажется каким-то совсем уж диким и заслуживающим только вот внимания в качестве артефакта из далекого прошлого. А мы идем к следующей истории.